Хорошо. Расторгнуть контакты с антимиром, с магией, убрать все подключки и последствия в этом и во всех предыдущих воплощениях. Контакты против моей души и забрать весь мой потенциал. Отказываюсь от чужеродных программ, также родовых. Убрать все импланты и подключки. Убрать все кармические узлы во всех сферах жизни. Вернуть любовь в жизнь, вернуть гармонию и во всей своей жизни. Очистить детей и переродить их чистыми и без страхов и программ, также травм. Возвратить потенциал мой, уметь учиться и принимать информацию. Очищаю мой разум и мозг для учебы. Возвращаю свою миссию и предназначение в этом воплощении, во всех других. Возвращаю свою энергию. Отказываюсь от астрологии, нумерологии и гадания на картах онлайн. Отменяю это и этот просмотр. Аспекты. Обращаюсь к гадалкам, ведьмам в ТикТоке, потому что не доверяла самой себе, своему внутреннему голосу, искала подтверждения у других. Отменяю все расклады на меня и мою судьбу на картах и других методов. Беру сама судьбу в руки. Отменяю спрашивать кого-либо, отвергаю магию, убираю зацепки, убираю зависимость. Особенно хотела бы убрать зацепку, которая мне приводит не доверять к себе, идти и спрашивать у других на карт. Второй аспект. На детей агрессирую, хожу напряженная, понимаю, что это не моя суть, стираю и прошу прощения у Арины, Эрика и Дениса. Убираю полностью все случаи, где я их могла обидеть и обижала. Стираю травмы, которые через меня или я, который могла бы им делать, хотела бы удалить и стереть, сделать им, то есть убираю, меняю свое поведение и восстанавливаю психику свою и психику детей. У меня папа очень агрессивный. До сих пор он может кричать или вспыльчивый на маму очень. И я бы хотела эту зацепку убрать, чтобы он не агрессировал на моих детей, чтобы им ничего не наделать на ментальном и на другом плане, чтобы у них травм из-за него тоже не произошло. Я все равно хочу его к нему в гости ходить, но без этого, чтобы он агрессировал на моих детей, чтобы у них не было зацепки и травмы от него тоже. Мои дети, чтобы росли в любви, все подключки убираю от родовых программ. Переродить Арину и Эрика, убрать страхи. Эрик также много боится и очень много пугается. Перерождаю, убираю программы и кармы жертвы. Теперь к экзаменам. Что-то пропустила, что ли, наверху? Извиняюсь. Да, пропустила, что мой папа, когда мы сидели за столом, в детстве один раз ударил по лицу, и мне это запомнилось, потому что я перебила его. И он также, у него есть это еще внутри себя, хотя он сейчас не бьет, руки не распускает, но все равно у него агрессия И иногда боюсь, что он так замолчнет, что он может, у меня Денис, например, от него отходит, что он может приударить, хотя он это дитя наивно это не делает. Не бьется. Так. Это было в детстве. Мама заступилась со мной, мы вышли из дома, когда он ударил по лицу. Но когда у меня вылетела один раз на Арину, хотя я ее, конечно, не так сильно ударила, как он меня.
но это не оправдание. И она как бы вышла со мной из дому, я сильно плакала, мне было где-то 10 или 11. Я бы не хотела повторять вот эти программы егошние, отклоняю их повторять. Все зацепки от него, которые пришли ко мне, которых я на своих детей сейчас привожу, хочу убрать. Третий аспект – это экзамен. Не могла сдать 2 раза экзамен. Я подготавливалась нехорошо, 2 раз уже лучше намного, но все равно не могла его сдать. Мне не хватило 4 балла. Хотела узнать бы почему, потому как я была очень хорошо подготовлена, и у меня как бы все забылось на экзамены. Хотя как бы сейчас буду пересдавать 3 раз, чтобы мне в этот раз все получилось, и убрать подключку и причину, почему я не сдала его уже 2 раза. Мгм. Там 4-й аспект с мамой, отношения поменялись, но сейчас опять к лучшему идет, и у нас так, то лучше, то хуже. И у нее, как бы я вижу всегда такую программу, когда я что-то у нее прошу сделать, получается как бы наоборот. Она как бы хочет, и как будто она мне назло что-то делает. Я ей там прошу что-нибудь, приди вот так, она, например, вообще не придет, а придет в другой день. Кто-то не слышит и не заслушивает. И мне И- чувство и- сам не доверяет, конечно, есть тоже. Извини, Аня, ты сейчас о ком говоришь? Маме. А, Мама. Скажи, Маша. пожалуйста, имя как мама, папа. Иван зовут папу, Мгм. мама Мама. Роза. Мгм. И Да, еще дети. Да. и Арина, приходит, Эрик и Денис, да? да, Денис, Арина и Эрик. И приходит сейчас имя всегда Альвина, это звали мою бабушку, и мне как бы перед сейчас сеансом приходило, типа, ты туда же, где твоя бабушка. Альвина, я хотела это в конце произнести, ну, чтобы знали, что Мгм. сразу Хорошо. Альвина ее звали, а много о ней не знаю, знаю, что она попала в психбольницу, и я не знаю, не суицид был или нет, что вот это вот тут произошло. Или, ну, непонятно, мама много не рассказывала про нее, просто что если там что-то плывет, чтобы мы знали, Альвина это бабушка. Мгм. Хорошо. Дальше. Это про маму. Мгм. Отменяю программу жертвы, меняю отношения с мамой на благо для нас обоих, прошу прощения у мамы и люблю ее, написала. Конечно, люблю маму. Ну, вот у нас бывают такие, я думаю, это с папиной стороны еще влияние идет такое. Вот раз она не услышит или сделает наоборот. Так. Мгм. Еще здесь аспект разверну быстро. Так повернулся. Ну ладно, так прочитаю, как есть. Мама один раз увидела в нашей квартире в окно, когда нас не было, она пришла, чтобы нас встретить перед нами, и она увидела в окне, говорит, кому-то кто-то ходил. Она очень напугалась, и сначала, ну как зашла, ну, говорит, кому-то увидела кого-то. Вот я хотела бы все пространство от всяких сущностей прочистить да, и очистить, если это возможно. Мгм. Сейчас идет 5-й и последний мой аспект. Познакомилась с Виктором год назад. У меня зацепка была, я не могла его отпустить и гадала на него. Хочу прощения и у него, как бы, потому что нельзя на людей вообще гадать, никого спрашивать. Еще за ну, чужих людей нельзя спрашивать вообще. Про себя не надо и чужих вообще нельзя. Хотела бы попросить прощения и убрать зацепку. Почему не могла его отпустить, зацепилась, хотя мы уже не общаемся, не могла забыть. Хотела бы убрать зацепку, попросить прощения и благодарить просто Вселенную за то, что познакомились. Мгм. Гадание убрать.
Ты хочешь? Да, М. сильно. Да. Мгм. Потом, я всегда через сны как бы смотрю, когда у меня что то не так, и у меня сны начали опять плохие сниться, там, где парализована, ну, так не могу двигаться, и кому-то что-то дали попить, и так боюсь это выпить, и пью это. И, происходят ситуации, которые я не могу контролировать, и это мне очень это самый, как сказать, ужасный сон для меня, потому что я не могу держать контроль. И вот это, когда мне снится, я знаю, что, ну, что-то тут происходит. И в этот раз у меня опять такой сон был, и, я молилась: "Дайте мне проснуться, дайте мне проснуться". Так вот, там был потом в конце Виктор, и я ему говорю: "Ты что не видишь эти двое котенка?" Я не знаю сейчас, что это означает, но я ему показываю два котенка возле его ног. Он говорит: "Нет, не вижу". Это был сон, потом связано с ним это еще было, потом что еще? Ну, вот и все. Так Мгм. передать освобождение бабушки Гани. И благодарю Вселенную за то, что она возле меня, я возле нее, и Вселенная мне помогает всегда. Мгм. Виктория, Мгм. я посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да, Что ты видишь? я вижу, как я ищу, как мое внимание ищет вот отсюда, очень смешно, Мгм. вот так вот пробирается, ищет Аню в Германии. Ну, нашла ее. Ну, Мгм. идет вот от меня вот такая волна пошла. Ну, как будто бы на физике, знаешь, я вот так здесь, Мгм. а так высоко, а прям земля такая маленькая, и я вот, вот как-то вот так интересно очень. Мгм. Нашла Аню. Сейчас я ну, захотела приблизиться, и она стала, потому что она вот такая далеко-далеко, вот такая малюсенькая была. Теперь я ее Мгм. приблизила, и я вижу, что у нее очень прозрачная, подозрительно прозрачная, странная оболочка вокруг нее, Мгм. поблескивает, то есть неестественная, а, как, знаешь, как будто бы стеклянная, Мгм. Пузырь. как пузырь такой, да, и тянется такая подключка в сектор вот магии, но ближе как сектор духов. И такая идет такой отток энергии, прямо слышу такой, как Мгм. утекает, как через трубочку энергия. Ам, А вот Аня, она как цветочек там увядает от этого, и потом от бессилия орет на детей. Мгм. Хорошо, Виктория. Считаешь тогда ее эфирная ДНК? Или по правилам Да, сначала отсоединить? Мгм. Считай эфирная да, ДНК. Анна ли это? да, это она. Спроси у Анны, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она говорит, разрешает и показывает свои руки. Они связаны, как будто бы гвоздем, вот так, будто бы руки соединены. И она держит в руках карты. Мгм. Вот. Понятно. И сейчас я посмотрю от этой оболочки, где у нее подключка. И я вижу, что подключка у нее, как будто бы ее вот так ударили, буквально в живот. Так что она вот так согнулась и просто в пупок. Очень агрессивная такая подключка, просто вот так, как будто бы ее вот так со всей силы больно так воткнули. Мгм. Так. Хорошо. Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Там
там вот такая какая-то шумиха считывается, как масса черная, как тараканы вот это все шевелится, много, и все поднимают руки, и как, знаешь, на торгах или на бирже, кто больше даст. Мгм. Что это? Считывается, что это означает, что вот эти все люди, они выслуживаются, считывается перед Создателем пространства небытия. Мгм. Сейчас я спрошу, кто они такие. Ну, я их приказываю замолчать. Мгм. Они считываются ведьмы и расселись вот так. Я им приказала замолчать, и они как в школе за парты так вот сели за столы. И я их, они шушукались друг с другом, а я вот так разделила их по таким кабинкам, и они хотели убежать, а я поставила как под ноги такую прозрачную штуку. Что, приклеились? Ну, чтобы они не смогли уйти вниз. Мгм. Сейчас я Понятно. порассматриваю их. Мгм. Кто они такие? Вот какая-то ведьма, которая... Да, это ТикТок. Вот. Она живет в Луизиане. Мгм. Вот. Второй какой-то, как этот, колпак смешной такой. а, М. Как будто бы ни мужчина, ни женщина. Вот. Дальше вообще какой-то крокодил. Мгм. А, То есть разношерстная такая публика. Это эгрегор. А, Ну, вот эта Мгм. трубочка еще прозрачная, стеклянная, которая высасывает энергию, это еще как бы один. эм, И я вижу, что это желудок, выглядит как желудок, вот эта структура, и считывается как неспособность перетравить, переосмыслить. М, Мгм. Вот это стеклянное, Мгм. это как лям, вот это, как они, ну, Оболочка это. они считываются, ну, как эти, оно идет как лямблия. Мгм. Так, а Это вот. как эти, сейчас я считаю, что это такое. Это центр управления несварением. То есть это Мгм. тоже эгрегориальная структура. Это как центр управления сознанием. Ам, Вот эти программы создали. Неспособность проявить себя. И все это создает такой кокон Мгм. вокруг ее пространства. Она не слышала, ну, вообще. Глухой звук от нее исходит. Так, Виктория, посмотри, вот это эгрегор, несварение. Вообще, какая суть этого эгрегора? Это как программа, ее собственная программа, выработанная. Мгм. Слышу подчинение. Мгм. Сейчас я посмотрю. И я вижу, я подумала, когда это впервые у нее появилось, и вижу перепуганные глаза, ребенок маленький, она маленькая, но в глазах дикий ужас. Мгм. Что с ней произошло? Я вижу, что ее отец, ну, доброжелательно склонился над ней, ну, как над кроваткой, а ей 3 месяца. Она видит этого демона, который отделяется от отца, Иван. Мгм. Отделяется с такими рогами огромными, то есть это его сущность. И у нее такой просто ужас.
в глазах, глаза вот такие, и вот это все как бы запечаталось, как трафарет. И вижу, что это осталось, Мгм. и буквально как бы в пупке завязывается, слышу спиритический сеанс. То есть в этот момент, сейчас посмотрю, что произошло на эфирном плане. Мгм. Говорится, я слышу, отдала долг отцу. Сейчас я посмотрю. Что это значит? Я вижу, что ее часть души, энергии ушла в сектор интерферентов, и как будто бы зеркало ему такое показывает, как гипнотическое какое-то. А потом второе зеркальце такое достает, прозрачное, как вот эта оболочка. Это ее М. решение было. Первое решение подчиниться вот этому отцу, а на самом деле этому его демону. М. А как это связано со спиритическим сеансом? А это и есть спиритический сеанс, то есть она разрешила присутствовать в ее Этой пространстве. сущности? Да, это вот. Мгм. Так. И я слышу контракт, прекращение рода. Мгм. Интересно. Давай посмотрим, Виктория, этот контракт, на что согласилась, а не в этом контракте. Ну, вот я вижу, она маленький ребенок, ну, вообще маленькая, ножками вот так вот, Мгм. ну, как детки малюсенькие, да. И она опять берет эти какие-то листочки и говорит, что отдала отцу долг. Я спрашиваю ее, какой долг она ему отдала. А она говорит, показывает на этого демона. Сейчас я на него М. посмотрела, и он уменьшился. Я его спрашиваю, кто он такой. Она говорит, что он пришел по ее душу. Говорит, что он пришел, чтобы забрать ее с собой. Мгм. Как это связано с этим долгом отцу? А здесь уже звучит голос ее отца. Он где-то как снизу просто звучит, как будто бы из подвала, еще ниже, ниже М. звучит как упрек ей, что он дал жизнь Мгм. и требует вернуть долг, дань уважения. Мгм. Так. Хорошо. А как Аня отреагировала на требование отца дать уважение? Она говорит, что она согласилась побыть с ним, с этим демоном. И он буквально ее как будто бы ворует, берет на руки и убегает вниз. Мгм. Пришел, как будто бы кому-то внизу, в нижнем портале, разворачивает из пеленок и говорит, я нашел ее. Она Это родилась у Ивана. Кому-то принес ее. Мгм. Давай посмотрим, Виктория, кто это там, что это за демон, который ее там разворачивал, что это за сущность. Приказывает этой сущности убрать иллюзии, все защиты, на снятие магии и колдовства. Он считывается демонический процессор в генетической памяти ее отца. И он принес, то есть это его сущность теневая. Мгм. А кому он принес кому-то, и там такая какая-то субстанция с таким глазом одним. Вот один просто глаз. И он моргает в такой белой какой-то субстанции. Сейчас я посмотрю. Что это за субстанция?
Я вижу, ее мама гадала, гадает. М. Как ее Аня, зовут? так, Аня Роза. Мама Роза. А А кто гадала ли такая? она? Валентина какая-то. Валентина. Аня, ты знаешь, кто такой Валентина? Это кто-то в роду. Кто-то в Сейчас я роду. спрошу, Сейчас кто она это. напишет. Так, Альвина, может быть, это? Альвина? Может быть. Сейчас. А кто Угу. это? Угу. Спроси, кто это такая? Не знаю, какая-то падчерица чья-то. Угу. Это связано с этой субстанцией, с глазами? Она находится в секторе магии. Ниже, чем отец. Аня знает, кто это такой? Пока не знает. Хорошо. Сейчас я спрошу ее, кто она такая. Опять говорит, что Может падчерица быть, отца. гадала мама Это по поводу мамы пишет, что, возможно, мама Роза гадала в молодости. Ну хорошо, приказывает этой женщине в секторе магии находится, приказывает отвечать, что она делает по отношению к Анне. Она говорит, что привязывает ее отца к демоническому эгрегору. Угу. То есть она связана с этой темной субличностью. Да, да. А сейчас я посмотрю, что предшествовало, как она привязывает. Угу. Я Каким вижу образом? магический ритуал. Угу. Я спрашиваю, кто она вообще такая? Опять падчерица. А что такое падчерица вообще-то? Падчерица – это приемная дочь? Да. На физике, да, Я считается. сейчас спрошу, чья она падчерица. А, сзади себя вот так показывает, вот так вот, на этого демона. Говорит, что он ее приютил, дал ей работу, кров. Я спрашиваю, кто ей заплатил за то, чтобы она привязала. Угу. И опять вот это звучит имя Валентина. Так, а кто такая Валентина, Виктория? Спроси у Валентины, какое она имеет отношение к отцу Ивану. Я вижу, что у этой женщины, ну, вот как будто бы мешок какой-то между ног, как будто бы ей живот вот так вот провалился. Вот. Угу. И имя Валентина именно вот в этом ее черном животе. Она говорит, что это ее сущность Валентина. Угу. Ну, типа это гадалка. Но у нее вот эта сердечная чакра, да, сердечный центр, он находится на уровне ниже колен. Как тяжелый такой, карма такая. Вот. И она говорит, что она приворожила вот отца Ани. Угу. Сейчас я спрошу, зачем она это сделала? Угу. Ну, она говорит, что он как будто бы, ну, как бы встречался с ней, потому что она Ага. называет себя невестой, а потом говорит, что он ее проклял. То есть это какие-то их разборки, можно так сказать, грубо, Да, которые да, да. повлияли на Анну. Так, ну сейчас я посмотрю, кому этот демон, что это за глаз. Ну, это Угу. Что это за сущность такая с глазом? оно считывается как считывающий элемент. Вот, антимира.
То есть вот и опять активировались все эти гадалки, которые в М. секторе магии. Вот. А вот этот считывающий элемент, посмотри, Виктория, подробнее, что это за механизм. Ну, в физическом теле я вижу, что он находится как бы в области печени, буквально там глаз такой находится, Мгм. и выходит за пределы ее сознания, и выходит, поднимается вот так вот волна, прямо, и опять я ее вижу, как будто бы планета Земля маленькая, так далеко. И я вижу, как эта волна ам, выходит за пределы, за орбиту, ну, вообще, Мгм. Посмотри, как будто Виктория, бы куда вижу она? прямо за Солнечную систему, вот в этот мешок, который как карантин, да, вот эта оболочка вокруг Земли, Мгм. и вот эта оболочка как раз, а, вот оно Подробно? что. Это вот как раз она создана с этих контрактов, с этих энергий человеческого сознания. Я слышу раболепствие перед господами. То есть вот М. это паттерны жертвы, вот это все, вот этот весь негатив, Мгм. вот оно создает вокруг Солнечной системы такую, я слышу, звуконепроницаемую систему, с одной стороны, то есть препятствует отражению энергий в космос, как бы невидимка. То есть наша Мгм. планетарная система как невидимка стала. Потому что когда человек прогибается под абьюзером, то он тоже как будто бы себя продает и тоже становится невидимкой. И я вижу сейчас, где находятся вот эти центры эгрегориальные. То есть Мгм. закрывая себя, подчиняясь на индивидуальном уровне этим, оно звучит процессором. То есть это как глобальный компьютер, процессор, который управляет человеческим сознанием общим. Это глобальный компьютер, Мгм. ну, образно говоря, компьютер, да, этот Виктория, мешок. мгм. Правильно я понимаю, что вот эта оболочка вокруг Ани — это такой Это же как паттерн, копия, как и вокруг, Солнечной системы? да. Мгм. То есть я вот это вижу, что как, ну, недавно проявился, я увидела этот вокруг Солнечной Купол, да? системы, этот Мгм. купол. То есть, когда человека прорабатывает и становится творцом в своем личном пространстве, он как дыру проделывает в этом, я слышу, сквозняк устраивает в этом глобальном компьютере, и его энергия начинает свободно выходить за пределы космического пространства, я слышу. И его тогда, вот так вот вижу, как Вселенная тогда слышит этого человека. Буквально Мгм. как будто бы ухо. А то, что ее люди не слышат, ну вот мама, например, да, мама — это зеркало, что у нее внутри отображается. Вот. Аня себя не слышит, а внутри ее находится как микрокосмос, то есть как копия маленькая всего космоса. И Аня себя не слышит, свое подсознание, ее поэтому не слышат другие люди, а на уровне глобального сознания ее не слышит Вселенная, потому что Мгм. она ну, не ведет себя естественно. Это неестественно для человека, для его божественной души. И вдруг она обращает внимание на эти гвоздики между руками. Я Мгм. вижу, что у нее вот здесь, как гвозди, Запястье? такие, да, в запястьях, а сейчас она мне показывает такие черные ладошки и вот эти главные меридианы творческие, да,
Они Мгм. соединены. То есть вот эти меридианы, которые выходят от этой энергии, они должны быть гармонично, как два шара на руке. И человек потом направляет свое внимание, и там происходит творение. А у нее это зациклено. Вот зациклено. То есть она находится как в таком а, центробежном вот этом все. То есть как колесо. Мгм. Так, понятно. Так, а вот этот пузырь, соответственно, это главный компьютер, тоже часть антимира. Это тоже как теневая сущность, Виктория, вот этот главный компьютер, который управляет. Да, это главная считывающая система, управляющая. Вот точно так же, как вот эта оболочка ею управляет таким образом, Мгм. что ее не слышат люди, да, не понимают ее. Потому что она как будто бы из вакуума. Когда говорит, Мгм. звуки глухие такие. Вот. И в глобальном, вот, это как процессор считывается. В Мгм. глобальном процессоре это тоже препятствует, чтобы ее слышали ее ну, души, родственные души. Мгм. И вот я сейчас... Виктория. Там вот контракт родительский, то есть с отцом. Потом вот это связано еще с этими имплантами на руках. И сейчас я вот посмотрела, что в этих имплантах, в этой черной связке. А там как раз вот этот галдеж, вот эти все гадалки. Мгм. Служительницы культа. Да, Хорошо, Виктория, а вот этот компьютер, кто сотворил этот компьютер, кто хозяин этой энергии? я слышу человек Мгм. своим сознанием. То есть сами же люди это и создали. Ну, точно так же, как ну, есть агрессор, а уже э, дело и выбор другого человека, на кого эта агрессия направлена, подчиниться этой агрессии или дать отпор. Мгм. И вот однажды подчинившись, это начинается вот как нарастающий ком одно на другое. Мгм. Хорошо, Виктория, давай вернемся к этим гадалкам и к этим ведьмам, которые там стоят. А, Что они делают в пространстве Анны? Они говорят, что они усиливают контракт ее с ее отцом. Мгм. Хорошо, Виктория, давай тогда посмотрим этот контракт. Ну, я вижу, что он снова звучит, но уже я ее, эту частицу души вижу в том пространстве, где уже идет взаимодействие с этим глобальным компьютером, с этим Мгм. глазом. И вот этот дух отца говорит, что он принес своего младенца, а потом обещает, что принесет и ее детей. Мгм. Спроси у Ани, видит ли она этот контракт, на что она согласилась? А вот она такая розовенькая, маленькая. Вот, и берет, читает этот контракт, удивляется, говорит, я что, на это согласилась, показывает на эти вот. Мгм. И такую считывается электрика такая черная, опасная, как провод вот этот, да. И Мгм. я ей говорю, что она может в любой момент отключиться. Это буквально как будто бы разъем такой к этому глазу. Я говорю, что она может расторгнуть этот контракт. И сейчас вот это идет, знаешь, восстановление порядка в любви, в семейных отношениях и вообще в порядке мироустройства нашего. Я ей передаю, что она может от отца взять все самое лучшее, и она смотрит именно вот на творческую чакру, вот на нижнюю,
Вот, и где находится вот этот банк управления сознанием генетическим. Вот я вижу, что именно эта чакра как бы принимающая и отдающая информацию. Принимает от родителей, то есть родовые потоки идут сюда, и вот так проходит, и как бы проецируется уже будущее детей. А они уже проданы в рабство. Мгм. Вот по этому контракту. И она Так. встает и становится вот в этой кроватке уже такая девчушка с такими крылышками, как у бабочки. Я ей передаю, что она может расти дальше и отменить этот контракт и прекратить уже и здесь, и сейчас служить этим темным энергиям, и она может сейчас отсоединиться от негативных родовых программ ее отца, а также от паттернов жертвы ее матери, от этих агрессивных, и принять только силу ее рода, потоки энергии, любви и гармонии, которые идут от Первотворца жизни, и отказаться принимать вот этот негативный весь, он считывается как мусор. Вот эти все негативные программы, они летают как будто бы вокруг Солнечной системы и вот так создают такой информационный шум такими клочьями черными. Я ей передаю, чтобы она сейчас очистила все ее личное пространство и также то общее пространство и забрала все эти негативные энергии с этого информационного поля глобального сознания. Вот. То есть она заберет ее частички души, энергию, отсоединит от всего. Я вижу, как она разрывает этот контракт и говорит отцу, что он забрал ее. И вижу, как разрывается как будто бы этот демон, вот так вот, и этот образ отца, вот так как будто бы разорвался наполовину, и буквально изнутри выходит, вижу энергия, ее лицо, ее энергия возвращается, и вот так идет к сектору принятия решений. И что-то она говорит там. Сейчас я Послушай. послушаю, что происходит. Звучат странные вещи. Звук идет такой какой-то странный. И звучит вот так. Я поклялась убить его. Так, И я вижу такая пощечина, пум, на лице. И в секторе магии находится ситуация, где ее отец ударил. И там принятие вот здесь – это родовое проклятие. Она завязала это. Она говорит, что она поклялась убить его. Когда это произошло? Ну вот, когда он ударил ее, и я вижу, что вот завязался вот этот кармический узел, восстановить справедливость. У нее, и она такая злая, и вот эта энергия растоптать, буквально как окурок. То есть восстановить справедливость. То есть агрессивный человек всегда завязывает кармические отношения, потому что она обиделась, и это как незакрытый гештальт в ней работает. Я ей передаю, что она сейчас может отменить ее решение, Поддаваться отцу. поддаваться этой агрессии, и пусть она простит отца сейчас, его божественную часть, а темные энергии эти пусть приказывает этому демону убирать прочь с ее личного пространства. Пусть забирает воздействие и карму за насилие. Да, сейчас я посмотрю, почему она разрешила себя ударить. Она говорит, потому что она была маленькая, и снова показывает тут первый контракт, когда она впервые увидела этого демона,
который буквально вот так вырастал сзади отца, вот так как по позвоночнику поднимался, и вот так как вырастал. И вот это как агрессия, это выходит из нижних порталов, а на самом деле она вот с этого купола выходит. Мгм. Этот контракт Аня уже расторгла? Смотри, Виктория. Да, я ей передаю, что... И вдруг задрожали вот эти весь этот колдовской эгрегор, который сразу обострился, чтобы усугубить этот контракт. И Мгм. они кричат: она не знает себя, она не знает себя. И показывает, что вот этот стержень черный, демонический, который в отце, он как будто Мгм. бы вот так взял и продел в нее. И он говорит, что он поделился своей энергией с дочерью, и образовалась такая игла стеклянная, система подчинения. Мгм. То есть вот эта энергия системы подчинения, с которым он поделился. Да, да, и сразу же образуется вот этот центр управления. Он находится как в проекции, вот именно в теле, в желчном пузыре, и провоцирует спазмы. И Мгм. потом идут такие в ее эфирных телах, вот как проекция, и это такой как блок питания. Через этот блок питания утекает ее энергия. И это как компьютер, который заставляет ее, ну, искать такие ситуации, где бы ее бросали, чтобы она страдала. Мгм. Примагнитивается Да. соответственно. Это Мгм. как лярва, знаешь, вот это говорят лярвы. Мгм. Ну, вот это и есть центр управления. Вот поэтому она вот и во снах не контролирует, что происходит, и не контролирует, хотя она может проявить волю и контролировать, да. Лярвы исчезают, когда человек проявляет волю. Но я ей передаю эту информацию, Мгм. и она вот та маленькая, этот как блокнот листает и такие вот листочки выбрасывает, и говорит: я же говорила ему, что так не пойдет. Мгм. И я вижу, что она вот, они как будто бы за столом сидели, что ли, и она вот так вот, как руку его от себя отодвигает. И вдруг выходит такая огромная энергия с этой ситуации. И Мгм. она такая вот эта огромная, заходит в квартиру ее отца, и вообще такая огромная-огромная, и берет этих деточек своих и говорит: ты их бить не будешь. Мгм. Вот. Пусть она И отдает им. порастает, да, такая огромная своим сознанием, она заходит прямо в эту, я слышу, пелену в космическом пространстве, и вот так, как в дыру в такую вышла, и вот этот мешок, вот это черное такое, она сверху, и так руками, прямо не изнутри, а прям снаружи, как выбирает что-то. Такие черные кристаллы. Сейчас я посмотрю, М. спрашиваю ее, что. И она показывает на этих колдуней. Ну, как шпильки, иголки такие. И она смотрит, а у всех этих, которые там сидят в этих коробочках, у них у всех одна и та же привязка, у нее к сердцу, к М. сердечному центру. Так, Я слышу: хорошо. Виктор, вот в сердце М. Виктор, Мгм. привязка. И я вижу, что сработала программа, знаешь, как липучка, прилепиться к этому человеку. Мгм. А он стоит в секторе магии. Ой, какие-то 2 котенка возле него. И Так. он одного берет, который с правой ноги,
И так взял, а этот котик мурлычет, а он его погладил. А кот этот совсем не кот, а Что как это за шарик энергия? такой, Мгм. как искусственное. Сейчас я спрошу, что он делает в пространстве Анна. Анны, а он берет у нее такие, как сапожки черные, и вытирает ноги как-то. Знаешь, как на коврике заходит. Мгм. Вот. А он говорит, что он уличает ее в обезьяничестве. Что это за обезьяничество? А он говорит, что это повторение паттернов ее отца. Мгм. Он Так. говорит, что она агрессивно-наивная. Или агрессивная и наивная. Но оно как-то вот так Ну, звучит. И говорит, что он пришел ее проучить. И у него перед лицом какая-то энергия такая яркая. И говорит, она мне отдала часть себя. мгм. Каким образом она дала это? Он говорит, я командовала, а она отдавала. И опять говорит, обезьяничала, то есть повторяла вот эти Мгм. программы, какие-то паттерны жертвы. И он Так. говорит, показывает, что она как будто бы вот так из-под юбки достает вот эту сияющую энергию, мурлыкающую, то есть ее божественную энергию отдавала. А он так вот складировал, и она вот так у него перед лицом. И Мгм. показывает вот эту фотографию, которую она поставила на скайпе, что смотрит в левую сторону, как раз как бы в его сторону, там, где он находится по отношению. И говорит, что он забрал ее лицо. А ей, говорит, не нужно оно. Мгм. Я спрашиваю сейчас, зачем ему нужно ее лицо. Мгм. А он весь темный такой и говорит, я же никто. И говорит, что он двойник ее отца. И он М. ее ненавидит. Потому что он притянулся на ее программы. То есть это кармический двойник, человек кармический, Мгм. учитель, который пришел ее помучить. Ага. Хорошо, спроси у Ани, видит ли она это. Она говорит, как я могу это видеть? И показывает, как у нее такая вот пластина на глазах, всю голову обвивает такая пластина с такими вот шипами в голову в середину. Посмотри, Виктория, что это за энергия. Это символ вот этого венка христианского, да, это Мгм. как венок мучений. Это тоже Мгм. вот этот венок, это тоже перефразированная копия этого импланта, да, то есть подчинение. Мгм. Посмотри, Виктория, когда у Ани появился этот символ венка, эта пластина в ее пространстве, когда это произошло. Насчитывается постепенно, шаг за шагом, Мгм. и говорит, уличая себя в неадекватности. Сейчас я посмотрю, что это такое. Мгм. Ну, я вижу, там такая копилочка есть возле правой ноги, и вот она каждый раз как будто бы э, говорила себе, что она виновата, что она недостойна, что она все испортила, все испачкала. Вот так вот. Такие всякие самообвинения звучат. Мгм. Посмотри, Виктория, когда впервые это самое первое было, и обвинение самой себя, с чего это началось? Я слышу с генетического абьюза и вижу момент зачатия. Вот этот акт с ее матерью. Мгм.
Это передача вот этой энергии по родовым каналам, этой темной сущности. То есть энергия, она живая, она заряжена, а, я слышу, родовые травмы. То есть вот этот дух, который в отце, да, это на Мгм. самом деле как сборище этих родовых непроработанных травм, Мгм. паттернов, программы. Спроси, не видит ли она, что в момент зачатия она приняла эти негативные паттерны, программы генетические от Да, она родителей? вот это берет с себя, вот этот обруч, перекручивает его вот так вот, как будто бы выжимает, снимает, и как будто бы такие считываются грязные трусы. А они выглядят, как будто бы такие трусы сделаны из металла, Мгм. железные, и тоже с Мгм. такими пиками внутрь. И она это снимает. И считывается, что это имплант быть ублажительницей для пошлых мужчин. Мгм. А пошлые они потому, что они пошли. Они пошли вслед за этими демоническими низковибрационными энергиями и программами. То есть они вот уходят, и тут пошли они. Пошлый пошел, пошедший, да, другими словами. Вот пошел вот к этим интерферентам. Мгм. Хорошо. Если она хочет, пусть она полностью отделит себя от этих всех негативных программ, этих энергий, имплантов, откажется принимать их. Я ей передаю в первую очередь, потому что эти гадалки ей мешают, Мгм. что ее рациональная часть отказывается и уже отказалась принимать советы. И я вот снова показываю, уже второй раз, показываю картинку, где как будто бы телефон держу. А там Мгм. вот эта наша коуч-сессия, которая была, где Аня сама ответила на свои запросы, и она так с собой согласилась, говорит, я знаю, я вижу, как эта информация к ней перешла, и вдруг ее энергосфера вот так вот, пух, как стала вот, как взрыв такой, и из сердечной чакры вот такая волна черненькая, и этот Виктор как бляшка такая. И она так раз нагнулась к нему, стала огромная, а он такой маленький. И она так раз нагнулась и смотрит, а у него ее лицо. Он прикрывается ее, я слышу, подчинением. И снова на нее говорит липучка. Я передаю ей информацию, что пусть она вернет себе ее энергию и отсоединит его, выталкивает его под ключку. И у него такие же энергии, как у отца. И он считывается как двойник отца. Ну, это демонической программы. И вижу, как с печени эта подключка его уходит из сердца. Я передаю Ане, чтобы она исцелила все ее пространство, выталкивала эти чужеродные энергии. И я слышу, и становилась сама собой. И в этот момент она снова выходит за пределы своего личного пространства. Вот как произошло в личном пространстве, я вижу, как и в общем происходит. И опять она выше этой программы, Мгм. этой оболочки, и уже тоже берет, и там какой-то кристалл такой, как будто он в таком кольце находится. Мгм. Считывается, и как будто бы там какой-то камень красного цвета, такого как Что? рубин, такого цвета, Мгм. в золотом кольце. Ну, вот такой, как будто бы ободок такой золотого цвета, и там такой двухсторонний камень, который сверкает. Сейчас я посмотрю, что это такое. А это Смотри. программа доминирования. О, почему они звезду в Кремле сделали рубиновую? Мгм. Считывается, это система доминирования над сознанием человеческой рожи. Почему Мгм. рожи? Почему рожа? А,
я вижу, что идет как бы такая метафора, что человек чистый, вот в древнеукраинском языке есть такая, как роза, это как ружа, да, то есть это, я слышу, это символ розы, да, сверхспособный человек, и вот это самый сложный цветок в мире, это вот роза, да, самый красивый, сложный, совершенный. Вот. И ружа– это как бы человеческое лицо, а рожа– это вот как свиное. То есть человек, который подчиняется программам, не проявляет волю свою божественную, а живет на автопилоте этих программ. И вот это называется рожа. То есть это человек, недостойный носить лицо или розу. Вот я вижу тоже аналогию, почему роза используется в этих программах, да, это завлечение в проституцию, потом эти тамплиеры и все такое. То есть это тоже символ, как роза превращается в эту свиную рожу. То есть когда человек не управляет своим божественным сознанием, а идет на поводу программ, то он превращается вот как в эту свиную рожу. И вот этот Виктор имеет эту свиную рожу. Ему нужна была роза, ее лицо божественное. То есть это буквально нарциссическая личность, безжизненная вообще. Так, и эта программа доминирования находится в ее пространстве. Да, находится в ее пространстве. Вот в секторе интерферентов открыт портал. Но когда мы это все рассмотрели, то я вижу, как эта программа уменьшается, и вот идет вот опять подключка, ну, это не подключка, а как волна в сектор принятия решений. Сейчас я посмотрю, что там находится. Посмотри, Виктория. Я вижу, как оно считывается конвертик, но вижу как будто бы телефон, и она говорит, что решила написать ему. И там какой-то конвертик, как будто бы конвертик, и так закрыто. И я вижу, что там какой-то листочек считывается цинковый. От него подключка идет. Он говорит, что он дал обещание, то есть он зацепился. Говорит, дал обещание, то есть этот демон его дал обещание быть ее тропинкой. И буквально вижу, что она как будто бы идет, как будто бы среди леса ночью по этой, и как будто бы луна светит, вот в этот лес заходит, то есть в эту матрицу взаимоотношений темных этих программ, его и ее. Вот я передаю ей, что она может отменить это решение, встраиваться в эти негативные взаимоотношения и разорвать этот контракт с ним. И я вижу, как ее лицо возвращается через этот конверт именно вот сюда, где лоб, где был как бы этот обруч. И она поднимается вверх, я вижу, у нее появляются крылья, я передаю ей, чтобы она эту подключку к нему убрала, отказалась писать ему письмо. Вот в этот же первый раз я вижу, как ее энергия утекла, вот, чтобы она вернула все, вот ее лицо, ее божественную истинную природу, вот. И я вижу, поэтому она не сдала экзамены. Вот я вижу, она вытягивает, но она как будто бы стоит, сидит у компьютера, да? Она как будто бы в компьютере сидит, там строчки такие, а она считывается тупит. Ну, потому что вот эти все импланты не дают. Они как
ну, как громоотводы, да, Мгм. они ее внимание отвлекают. И я слышу, программы работают, как они говорят, что она не должна стать психологом. И потому что Почему? если она станет Мгм. психологом, я вижу, как в секторе принятия решений здесь буквально расцветает вот такая роза. Вот энергии М. такие сияющие, просто как бутон превращается в прекрасный цветок. Вот точно так же вот это все энергия, вот так как прекрасный цветок. Сначала цветок, потом прорастает стебель с правой стороны, и считывается самосовершенствование, управление своей жизнью, взрастить детей. То есть это ее поток денежный, это ее пространство свободы. Вот. Это там же прописано, она берет под руку достойного человека, который вот находится с правой стороны. Я слышу, усыновил ее детей. В М. костюме мужчина красивый, высокий. М. Хорошо относится к детям. А эти программы не могут этого, не хотят этого допустить, и поэтому подсовывают вот этих... Он буквально, этот Виктор, считывается кретинизм. Мгм. Вот. Так, хорошо. А, Пусть она, если хочет, зайдет в этот момент, когда она сдавала экзамен, очистить эту ситуацию. А, я вижу, она вот сидит у компьютера, а у нее вот эта оболочка, которая над планетарной системой, и вот эти как мухи, эти черные магические энергии, которые от этих ведьм, вот это все как клочья, что она, вот все ее запутывали. Я ей передаю, чтобы она это все убрала с ее пространства, отменила знакомство с этим Виктором, отменила ее решение включаться в новые абьюзивные отношения, подчиняться этим программам, обращаться к этим гадалкам, и очистила ее пространство, чтобы она получила, сдала успешно экзамен, получила диплом и открыла для себя, слышу, новую версту возможностей. Вот этот путь, да, новый путь возможностей, чтобы она сейчас зашла в тот момент, когда она вот уже на днях будет сдавать третий раз экзамены. Пусть она в тот момент очистит полностью ее сознание, ее разум Мгм. и сдаст экзамен на самую ну, по самой высокой шкале. Пусть она получает этот диплом. Вот я вижу, как она радуется. Вот. Подхватывает детей, Мгм. и я ей передаю, чтобы она зашла в то пространство, когда она уже получила диплом, получила работу, образование, получает достойную зарплату, статус, саморазвивается дальше и так далее. И она заходит в то пространство, вот ее дети, она говорит, я могу все. И Мгм. как крыльями обнимает детей. И вот я вижу, как она рожает, кричит. Я ей передаю, чтобы она родила детей Мгм. в любви, в гармонии, вот, и охраняла их всегда, и убрала ту агрессию, которую она передавала им, очистила все пространство ее рода от Мгм. негативных энергий, программ, наполнила все светом, гармонией, любовью, передала своим детям всю силу ее божественного рода и уничтожила всю негативную генетическую память, передала каждому человеку в ее роду информацию. Вот мама стоит у нее в пространстве, в секторе магии. Так, что она делает в секторе Она магии? стоит
вот попой к ней повернута, ну, буквально звучит «стоит раком». Мгм. Что она Вот. делает в пространстве Анны? Вот попой к ней так повернута, Что это значит? и у нее такая подключка, как хвост. Она говорит, что она учит дочь подметать следы, говорит, за дьяволом. И вижу, как у нее такой хвост, и вот так вот, а потом опускается с такой, как метелочка. И она так Мгм. подметает. Ам, Что это обозначает? Подметать следы за дьяволом? Сейчас я ее спрошу. Мгм. И вот эта программа в ней, какая-то сущность как будто бы вырвалась. И звучит предсказание. Как будто бы черт какой-то. Вот и Мгм. хвост этот странный. Так, заморозь эту сущность. Что это за программа там вылетела? Вот это снова звучит. Никто, ничто подчиняться. То есть это генетическая привязка к матери. Мгм. Она передала Ане вот эту программу подчинения. Мгм. Да. Так, когда это произошло, когда она передала эту программу подчинения? Что это было за событие? Ну вот я ее спросила, я вижу то событие, это вот то событие зачатия, Мгм. то есть это генетическое. Я слышу память предков. То есть я вижу, что это работа с родом идет. Мгм. А Аня идет, как душа приходит сюда и буквально как будто бы соскальзывает, вот как будто бы попадает в такой механизм и соскальзывает в эти черные ярусы. А вот, Мгм. и такая петля пошла, и вниз пошла. Ам, И вот извините за, ну, я всегда должна говорить то, что мне идет, и вот это просто идет как проклятие, программа родилась у проститутки. Сейчас я посмотрю, почему у Мгм. проститутки. Что это обозначает? Я слышу, что это подчинение дьяволу. То есть вот подчинение этому агрессору, этой агрессивной программе, которую демонстрирует ее муж. Мгм. Вот. Так. Спроси у нее, видит ли она, что она получила эту программу от родителей? Да, она видит, я вижу, она вытаскивает из глаз такие черные пики, как булавки. Мгм. Вот. И я ей передаю, что она сейчас может очистить все ее пространство от этих негативных программ и принять от своего, от рода ее матери только все благополучие, энергии радости, гармонии, потоки счастья. И я слышу истинного женского удовлетворения. А что это такое? Я Что вижу, это? как она выходит с этой, вот как с Наутилуса, да, вот с этих Из спиралей, ракушки? Мгм. из ракушки, да, выходит оттуда и говорит истинное женское счастье. И вот я вижу, она под руку с своим мужчиной, и вот ее дети, она должна была родить этих детей, эм, только загнала в пропасть эту свою судьбу Мгм. через эти программы подчинения, через эти гадалки, через это все, через эту магию. И я вижу какая-то спичка и огонь. И она говорит, что зажгла огонь. Какая-то Ирина. А, а, Что это обозначает, зажечь огонь? Какой-то огонь раздора в семье. Мгм. И я вижу какая-то семейная драма, ругаются, тарелки бьются. Кто такая Ирина?
Приказывает Ирине Арина. проявиться. Кто она такая? Как-то неясно звучит. Сейчас я спрошу, кто она. Это мать ее матери Может, или, бабушка, да? или Так. прабабушка. Сейчас то ли Арина, то ли вот какой-то сейчас, Мгм. то ли Алина. Вот как-то вот так звучит. М. Также Арина и ее дочка зовут. Арина, да? Арина дочь ее. Мгм. Так. Но это нет, это не дочь. Мгм. Возможно, дочь Дальше. воплотилась, вот это про какая-то бабушка, которая воплотилась в Арину. Вот. Ну, потому что я вижу, что это, да, это 4-е поколение, и там какая-то драма. Мгм. Так. И я сейчас Щас. смотрю, что это. Мгм. Да, и вот эта энергия, она негативная, она исходит от этой девочки, потому что это какая-то воплощенная бабуля. Мгм. Может быть, это Альвина, про которую говорила в начале Анна? Бабушка Альвина. Да, это может быть. Мгм. Сейчас я посмотрю. Посмотри, Виктория. Но уже забыла, как это дочь ее зовут. Дочери зовут Арина, а бабушку Альвина. Сейчас я их разделю и посмотрю. Мгм. Потому что они как будто бы слились в одно. Но смотри, Арина стоит, она как будто бы в секторе интерферентов. То есть ее утащили. А это Альвина, действительно Альвина. Она ниже стоит. Вот тоже под правой ногой в секторе интерферентов, вот так, где духи, вот там. Мгм. И там вот эта семейная драма. Что-то она там посуду бьет. Так, хорошо. Вот это событие, когда оно произошло? Семейные драмы. Сейчас я ее спрошу, зачем она эту посуду бьет. Я вижу, что это информация, прописанная в генах, и она прописана через поколение. И в Ане, и в дочке. И что 2 Мгм. сына у нее. У Так. всех. И что это за событие? Учитывается раздор. Семейный раздор. Мгм. Давай посмотрим, Виктория, на физике, что это была за ситуация. Ну, скандал, я же говорю. Ну да, кто там участвовал в этом скандале? Дедушка. Девушка. Бабушка и бабушка. Это она такая большая, сияющая. Мгм. И у нее такая ярость какая-то праведная, мне кажется, потому что она вся сияет, но прямо извергает эту энергию, бьет посуду. А дедушка считывается такой весь потухший, черный, вот так вот сгорбатился, вот так стоит и уходит. Мгм. Так, эта ситуация каким-то образом повлияла на Анну? Но я вижу, что она на всех влияет. Мгм. И опять я вот это слышу, как это слово сейчас прозвучало, Послушай. демографический процесс, уменьшение рода. Мгм. Сейчас я эту бабушку спрошу, что это она делает. Мгм. Спроси. Она такая большая, сияющая, но тарелочки-то она как будто бы берет из сектора интерферентов, черные.
И когда она их бьет, они разделяются на две половинки. Так. Это как проклятие рода. В ярости что-то сказано. И это связано вот с ее отцом, который ее ударил, а она как будто бы поклялась его убить. И вот точно так же эта бабушка. Мгм. Считывается генетическое проклятие. Так. Ну, мы можем бабушке передать информацию о сеансе, который проводит Анна, про эту информацию, алгоритм освобождения. Если хочет, эта бабушка может изменить ситуацию. Аня вот так смотрит вниз, а бабушка как будто бы в такой замерзшей считывается плотина. Смотри, энергия течет, а плотина мешает протекать энергии, да? И вот этот блок, он как плотина в родовой памяти. А Аня так смотрит и спрашивает к бабушке, вот там, которая заморожена в этой плотине, что она делает в ее роду? А бабушка обижается на дедушку, показывает пальцем и говорит, что он ее предал. А я передаю Ане, она так раз и смотрит на меня. Я ей передаю, что она может поблагословить бабушку, дедушку, поблагодарить, что они подарили ей жизнь, что жизнь течет от божественного источника, через ее предков, и принять только свет. И вдруг бабушка тухнет. И вот эта ярость вся потухла. И я вижу, эта ситуация меняется, и она берет с дедушкой вот так руки в руки, садятся, разговаривают. И вот эта черная энергия с дедушки сползает, уходит. И они вот так обняли друг друга и пошли. Я им двоим передаю и говорю, чтобы Аня это сделала, чтобы они свои божественные сущности очистили от всего чужеродного и уходили в самые светлые пространства. И вот эта энергия, которая вот так как буквально считывается, засосала Арину и вот этих мальчиков тоже, она как-то так раз и отпала, как будто бы, знаешь, капкан отпустил. И я передаю, чтобы она забрала своих детей и очистила всю ее генетическую память от этих негативных энергий. И вдруг я вижу, она стоит посреди комнаты и разбросанные игрушки. И она по попе как будто бы бьет ребенка, ударила так, не специально бьет, а так шлепнула, а дети бегают. Вот. И вот эта энергия, которая в генетической памяти была, она ее вызывает ярость. Потому что у нее не хватает энергии для того, например, чтобы успокоить детей. То есть у них же нет тормозов. Они как разыграются, то их уже, чтобы остановить, то нужно переключить медленно на другую какую-то деятельность. Криками тоже ничего не поможешь, потому что у них это так не работает. Вот. Нужно книжечку взять, почитать, дать им порисовать, еще что-то, увлечь их, а потом можно оставить. То есть переключить на другую волну. Вот. И я ей передаю эту информацию, она берет, читает вот так, и говорит, я буду учиться. И я ей передаю информацию и говорю, детская педагогика. Вот. Здорово. Да, она просто не хватает энергии, чтобы... Поэтому она и кричит на детей. Вот, я передаю ей, чтобы она зашла в каждый тот момент, когда она на детей кричала, агрессировала и заменила. Она уже спокойна, она расторгла все контракты, очистила свой род и наполнила каждое пространство порядками любви, принятия, и поблагословила своих предков и своих детей, и позволила этому родовому потоку счастья, гармонии и любви свободно протекать
в ее живом пространстве. Мгм. И я вижу, вдруг она дверь закрывает вот так и говорит: папа, уходи. Спокойно так. Я говорю, чтобы она отделила энергию божественную ее отца и вот этого демона. И я вижу, как этот демон просто отделяется и уходит. Вот ей тоже не хватало вот этой воли и осознанности, что ну, двойственный человек, то есть его божественная часть и Мгм. вот эта темная теневая часть, что нужно иметь как бы двоякое тоже отношение адекватное к божественной душе и к этому. То есть принимаем все хорошее и не принимаем вот эти поступки плохие от родителей или от других людей. Мгм. Она говорит, я поняла, и вот отсюда она отключает. Вот так вижу, какая-то от правой, какая-то подключка у нее, как телефон. А это ко мне такая же. Оно так Мгм. и звучит, телефония. Это телепатическая связь. Мгм. Сколько интересно. Хорошо, Виктория. Пусть Аня очищает ее пространство, отделяет все чужеродные энергии, закрывает порталы. Да, вот она закрыла, когда этому демону сказала: папа, уходи. Мгм. Вот этой папиной программе. Так, хорошо. Пусть Аня поднимается повыше. Посмотри сейчас, как она выглядит. Вот мне интересно посмотреть, как изменилось ее это пространство. Но ее энергосфера вот как такой шар. Я ей передаю, чтобы она сейчас просто силой воли убрала эту лямблию, эту Мгм. лярву, которая, вот этот центр управления, и нашла, где ее воля находится, чтобы вернула ее волю к творчеству, к жизни в гармонии и счастье, волю быть творцом своей реальности со всех тех мест, где она ее теряла, вернула свое истинное искреннее сознание. И я вижу, как эта подключка к сердцу вот так просто выталкивается из нее. Мгм. Вот. И сейчас и она мне показывает на это пространство над головой. И это Тор у нее. И это символизирует, вот действительно, вижу, как такой луч света вверх идет, Мгм. и там, где были ее прописаны программы в общем человеческом сознании, в этой матрице общечеловеческого сознания, там такой свет образовался, просто как пятно света. От нее вот так от сердца идет, и вот такой свет. Я слышу гармонизация с Всесвітом. То есть Всесвіт– это все есть свет, то есть это наша божественная Живое Вселенная, наше пространство. живое пространство Мгм. живых душ. Так, хорошо. Так, Аня писала, что она еще гадала на этого Виктора. Она хочет это отменить. Есть ли эта ситуация в ее пространстве? Ну вот она показывает правую руку и такой вот как столбик черный. Мгм. Пусть она зайдет в тот момент, когда решила гадать на него, передать себе информацию, что она отказывается от этого, изменить эту ситуацию. Я вижу, что она рукой вот так возле правой ноги как хлопнула, и этот столбик как будто бы затолкнула туда и Мгм. смотрит себе в руку, Так. как в зеркало смотрит. Сейчас я посмотрю, что она там видит. И она там смотрит и видит, как он прокрадывается, как вор, и тянет за собой такую, как шланг черный.
Считывается демонический проект. И она вдруг, ее подсознание давало сигналы, потому что она вдруг как будто бы проснулась и смотрит, а в руке стакан черный. И она его выбрасывает. То есть ее подсознание давало ей подсказки, что этот человек притянулся на программы, а не на ее божественную душу. Потому что божественная душа должна найти путь к ей божественной душе чистым методом. А когда обращаться к гадалкам, то путь этот свободы, он так и считывается, чистой свободы, закрывается. Она говорит, я его не хочу. И берет вот этого человечка, вот, и отправляет в портал. И я вижу, как этот экранчик вот так перечеркивается, который был в самом начале сеанса, и исчезает. И подключка тоже уходит, и она выбирается как будто бы из пропасти. Я ей передаю, чтобы она восстановила целостность и гармонию и забрала всю энергию, которую она отдавала этим гадалкам, Да, вот всю энергию у этого Виктора, и он буквально выкручивается как наизнанку. И она, забрала энергию, и она залатала свою эту прореху вот тут, с правой стороны. Потому что он занял место ее мужчины. А когда место занято, тогда свой мужчина не придет. То есть женщина должна быть свободной до тех пор, пока не найдет своего мужчину. И не вступать ни в какие отношения. Буквально общаться с многими, искать, учиться отыскивать. Ну, то, что мы на школе вот тоже будем изучаем по чуть-чуть. Да. Так, вот эти ведьмы, гадалки, которые там были, что она хочет с ними сделать? Ну вот она берет спичку, и как эта спичка уже, и буквально сжигает их. И снова это слово слышу, семейный раздор. То есть таким способом можно было только найти абьюзера, который бы усилил вот эти генетические искривления. И вот это снова я слышу дамба. Вот. Я передаю, чтобы она все эти замороженные ситуации в ее личном пространстве и в ее роду. Я вижу, как Арина выбежала с этой, как скорлупы с такой, и кричит «мама», с такой радостью, как будто бы они обнимаются. Я передаю, чтобы она очистила ее детей. От всех родовых негативных программ, чужеродной Но проявилась генетики. только Арина. А где мальчики? Как их зовут? Они какие-то как Эрик два и Денис. черных, как два черных такие яйца, как будто бы вот Арина выбежала с этого яйца. Как Так, а скорлупа. Эрик? А они вот два возле нее стоят. Почему они в черных этих? Сейчас я посмотрю. Они как будто бы спиной приросли. И я вижу, что... Так, первого я Эрика нашла. А Денис? Подожди, по очереди. Так, Эрик. Вот он ближе стоит. И вот Так. он смотрит, он же находится в ее пространстве, и он смотрит в ее пространстве, это на навязанные программы, как в зеркало, и видит такую рожу, рыло считывается, как свиную рожу. Вот. Вот это демон ее отца. Ну, это родовой, демон и рода отца, которому подчиняется род. Подчинялся. Так. Эта программка в его пространстве находится? И в ее пространстве, и в его пространстве. Потому что он в ее пространстве находится, но не в правильном месте. Дети не там должны находиться. Дети должны вот здесь находиться.
а он у нее стоит как бы в секторе интерферентов. Вот ближе, вот прямо где ступня и чуть-чуть выше. Он считывается как отданный. И все дети как будто бы отданы добровольно. Это программа предательства детей так работает. Когда родители не защищают детей, они их предают этим демоническим энергиям. Мгм. Так, когда Аня отдала Эрика? Я слышу, отдавала постепенно. И вижу ее, а он маленький, как будто бы она его кормит. Ну, как будто бы грудью и не грудью. Как будто бы и с ложечки, и грудью. Ну, вот так как-то. Мгм. Может, он младенец, но она его не кормила грудью. Вот. Так. Сейчас я посмотрю, что происходило тогда. Мгм. Так, какой-то черный субъект появляется в секторе магии. И как будто бы вот так, как пеленку открывает. И вижу такая подключка черная к ребенку. Прямо к нижней чакре. И половина вот эта правая вся стала черная. И писюнчик черный. И подключка у него идет прямо в сектор интерферентов. И там такой жуткий, считывается краб, как спрут. Но это краб такой с такими клешнями. Мгм. Что это за сущность такая? Считывается энергетический краб. Ну, буквально краб, тело вот краба. Сейчас я посмотрю, Мгм. что это. Что это обозначает? Оно символизирует откусить от рода, от божественного рода. То есть Мгм. отделить этого ребеночка. Я передаю Ане, что это ее ребенок, который находится в ее пространстве, и она силой своей воли и материнской любви сейчас может зайти в каждый момент и просто растопить эти темные энергии, пусть приказывает этому крабу убираться с пространства ее сына, очищает Мгм. его и убирает все эти энергии с ее пространства, выталкивает и стирает со всех информационных полей. И я вижу, как она его, как ангелочка, вот так подхватывает на руки и вот ставит вот выше, вот где дети должны быть. Они Мгм. должны быть в этом потоке родовом, который вот, как бы вот, как я смотрю справа, они вышли оттуда и идут туда в божественном потоке родовом. Вот. Мгм. Я ей Так. передаю, чтобы она закрыла все порталы и убрала все подключки от ее сына. Мгм. Вот. И наполнила светом и любовью каждое пространство ее ребенка, потому что он находится в ее пространстве, и его блоки– это ее блоки, и наоборот. И пусть она все эти блоки растопит с энергией любви, гармонии и процветания. И переродит ребенка чистым в божественных энергиях любви, заботы, благополучия. Вот он обнимает ее. Отлично. Мгм. И еще Так. один. А где Денис? А Денис стоит, Денис. это знаешь, Мгм. как оно выглядит? Вот есть такие, часовой он считывается. Но они все втроем были как часовые, в таких вот, как в скорлупке, скорлупа такая сзади, как часовые стоят в таких вот будках. Мгм. Вот точно так же. И вот Денис, я слышу, вот он стоит. Сейчас я приблизилась и спрашиваю, что он тут делает. А как будто бы в его пространстве падает дождь. И я вижу какая-то ситуация, вероятно. Он в таком плаще, как будто бы плащик такой прозрачный, и сапожки резиновые. И он как бы топает ногой по луже, что ли. И Мгм. одновременно вот какая-то ситуация. И вот или ситуация, или образ такой. Сейчас, а он Мгм. стоит.
Так, И он что с ним говорит, случилось? я спросила, что он тут делает, а он говорит, что его мама увела в систему дьявола и показывает, как Аня как будто бы берет ее за руку его и ведет туда, в тот портал. А там такой глаз черный, противный, магический. Мгм. Так, что это, спросила Аня, когда это она отвела его в портал? Что это была за ситуация? Но я вижу, она что-то говорит. Считываются несвязанные какие-то речи. Это связано с магическими какими-то пришельцами. Мгм. И он говорит, что она напугала его. Я говорю, чтобы он показал, как она его напугала. Вот она что. Он видит эфирное пространство матери и видит вот эти клешни, Мгм. программы оторвать от рода. И они его пугают, потому что он все, вот это, что я вижу, он все видит. Мгм. И он говорит, я говорил маме. И говорит, мама не верит мне. И он пальчиком показывает на сектор интерферентов. И показывает, у него точно так же, как у дедушки, как у ее отца, вот этот имплант по спине, да, то есть этот дух. И у него то же самое, ну, у всех детей такое было. Вот. Передача данных по стволу. Я передаю, что его мама очень любит, передаю Ане, чтобы она очистила Денниса от этих, считывается, вековых программ. И вижу, появляется такой символ дерева, на котором вот эти клешни черные. Я передаю Ане, что она может эти все клешни убрать с ее пространства. Вижу, как эти клешни убираются. Она берет Денниса на руки, и вот это древо, такие яблочки круглые, Мгм. и все, она поднимается вверх, как ангел, крылья зашумели. Вот этот проявился, вот это символ древа жизни в ней. Я ей передаю, чтобы она полностью очистила на всех уровнях ее сознания, все ее пространство, пространство ее детей, чтобы она сейчас очистила ее квартиру, все ее пространство и запретила, я вижу вот так, отцу Мгм. агрессивничать по отношению к ее детям. И я ему передаю тоже информацию, что если он будет таким образом передавать внукам негативные программы, то он получит карму, потому что мы все знаем, мы все видим, и передаем информацию, чтобы он тоже взял это к сведению и Мгм. взял себя в руки. И чтобы он спрашивает, может ли он проявиться, а он тоже, то есть агрессор – это глубоко раненый человек, травмированный, и свое бессилие проявляет криками. То есть жертва вместо того, чтобы бояться его, так должна его агрессию взять под контроль и не встраиваться в эти манипуляции его. А что значит, что он хочет проявиться? Ну, потому что он где-то там в этом находится, как в черном, знаешь, как в чулане. Внизу? И вот я передаю ему информацию, что если он хочет, то он может выбраться с этих черных энергий, вот, вернуть его божественной душе целостность, гармонию, процветание. И Мгм. я передаю Ане, она говорит, папа, ты здесь? Я смотрю, что это означает. А он находится буквально как будто бы влип в ее пространство. Мгм. И у нее подключка к нему еще есть.
Я Давай вижу, что она идет вот так. Он как будто бы вот так, знаешь, как шмякнулся, как будто бы упал откуда-то и застрял в ее пространстве. И подключка вот так тянется через шею по позвоночнику, и вот этот, опять я вижу этот хвост символический, вот подметать. заметать следы. Мгм. Да, да. Ну, это, знаешь, Так. как это, абьюзер всегда после себя оставляют хаос и мусор. И на физике, да, чтобы кто-то убирал за ними, и в эфирном пространстве. Они наделают делов, а ты, жертва, иди заметай после них это все, а, Понятно. убирай, да. Вот эта программа. Сейчас я спрошу Так. Ани, нужна ли ей эта программа, вот этот хвост. Мгм. Это материнская, это мать передала ей эту программу. Я передаю Ане, что она может передать ее матери, что э, мама, если хочет, тоже может освободиться от действия этой программы, а если не хочет, это ее желание. А воля вот Ани принимать Мгм. в свою родовую память только божественные энергии благополучия, энергии творчества, паттерны Творца, а все, что не соответствует божественным конам любви, процветания, гармонии и принятия, пусть отправляет портал на утилизацию. И она вот этот хвост, который шмякнулся в ее и влип просто, берет и вот так вот оно уходит вместе с этой испорченной энергией. То есть он как вот это процесс взаимодействия, то вот так Мгм. энергия как будто бы испортилась. Я передаю Ане, чтобы она эту энергию, которую возможно переработать, пусть переработает, а все чужеродное, что уже отжило, пусть отправляет на утилизацию. Да, я слышу, нет контракта. Мгм. И она буквально выходит за пределы вот этого осознания скорлупы вот этой. И вижу, как эта ледышка, этот буквально лопнул шар. Вот. Так. Папа отлепился от нее. Отлепился с этим хвостом, да. Хорошо. Пусть она или через нее передадим ему информацию, алгоритм освобождения, если хочет, пусть Мгм. освобождается. Хорошо. Так, хорошо, Вижу, она отсоединяешься. очищает руки. Мгм. Я ей передаю, чтобы она восстановила естественное течение энергий и естественное чтение, свое личное общение с Высшим Я и способность считывать информацию такой, какая она есть, восстанавливает свои естественные настройки. Мгм. Вот она стоит как ангел, но подключка где-то в области ребер, я вижу, вот где крылья, и вот так как панцирь какой-то, и ребра почему-то вижу, четко ребра, как будто бы такой этот корсет, и такая Мгм. черная снизу платье. Сейчас я посмотрю. Я слышу, что это энергия магического воздействия, и вижу какая-то прорисовывается как фигура а, женская, ну, только как Так. будто бы такое странное платье черное, да, но это энергия такая, а сверху такое, как зеленое какое-то, стеклянное, и такие рога огромные. Считывается магический портал, Так. уязвимость, Мгм. считывается также Кто? карты, Мгм. карты. Кто находится в секторе магии по отношению к Анне? Ну, вот эти все, которые там в этих коробочках сидят. Мгм. Так. Считываются слуги, проститутки Люцифера. Мгм. Ну, вот А эти что, все, да, да, ну, ведьмы, это все проститутки Люцифера. что обозначает это платье зеленоватое? Так, сверху оно как стекло, а внизу черное. Вот так ребра, как мертвые,
на черном платье. Это считывается магия смерти, а вот это стеклянное зеленое тоже подключка идет в сектор магии. Это программирование на неудачу, убытки и слышу наследие, наследников. То есть это генетическая информация, генетическое проклятие, которое передается по роду. Мгм. Когда вот эта Виктория, вот эта энергия появилась в пространстве, она впервые? Ам, Магия смерти. Я вижу, слышу наваждение, и вижу, что она буквально как будто бы бегает и стучится в эти, там прямо колокольчики. Она буквально как сумасшедшая бегает, заказывает эти сеансы, пасьянсы, расклады, Мгм. Так. гороскопы. То есть это много-много раз. Это вот связано с этим Виктором. Мгм. То есть это Так. привязанности, это у нее синдром вот этого жертвы. Недоверие себе. Да, то есть она пыталась как бы удержать. Она себе придумала, что этот Виктор – это ее родственная душа, и не хотела признать, что он не ее мужчина. Вот. И Мгм. она бегала, хотела услышать Подтверждение. позитивный ответ, Мгм. хотя ее подсознание как бы говорило, вот если бы она прислушалась к себе, да посмотрела на себя, то она бы увидела, как этот он бегал там по руке и Мгм. сооружал новые эти, матрицу эту черную. То есть это же подсказки, да, то есть негативные Мгм. чувства, потом эти желания обращаться к гадалкам. То Мгм. есть это уже сигнал. Какие-то страхи. Да, да. Я Мгм. передаю звучит Анечке, да, чтобы она отказалась от этого наваждения. Ам, Мгм. Я вижу одна женщина, и она сидит так в ее пространстве, как программа, это как стеклянная. И так, сейчас я тебе погадаю. Мгм. Кто она такая? Приказываю ей отвечать. Кто она на физике? Она говорит, что она двойник Ани, она находится за экраном этого телефона. Говорит, что она двойник Ани. Что это обозначает? Двойник Ани. Она притянулась на эту программу, вот эту лярву эту, Мгм. да, которая управляла. То есть это автопилот. Лярва – это фактически автопилот, который включается и руководит действиями человека, когда тот не проявляет волю. Вот. И эта женщина, но она себе как будто бы вообще занимается своими делами, а как будто бы какая-то программа гадает ей, Ане. Мгм. Считывается Так. геометрический пасьянс. Это вообще как искусственный интеллект, как будто бы ей гадает. И подключка еще от сектора магии уходит в сектор интерферентов. И там как раз этот краб с этими вот своими клешнями, который как бы отрезает божественные пути. Мгм. Вот оно что. А я думаю, что-то он черные отрезает, что от чего он отрезает. И я вижу, что эти пути, которые сверху черные, а внутри это потерянные энергии божественные. И когда человек завязывает какой-то кармический узел, происходит какая-то неразрешенная задача, где он вынужден в будущем как бы разрешить, восстановить справедливость в этой ситуации, то вот эта божественная энергия
внутри символизирует вот эту божественную яркую, а вот это как трубочки, вот эти черные энергии, связанные с этими эгрегорами. И гадания, они как бы перерезают эти ниточки, и человек, душа как бы уходит навсегда на уничтожение те потерянные частицы души, потому что человек не может потом найти те моменты. Так, а вот эта сущность этого краба, это что, эгрегор такой какой-то? Это вот и есть вот это, да, это энергия, которая и есть вот этот карантин, который закрывает Ага. сознание человека. И те люди, которые поддаются этому эго, теневой этой матрице, антимиру, или как там каждый называет это, дьяволу, ну, у каждого свое представление, а суть одна и та же, вот, то он теряет свою божественную искру жизни и теряет способность потом к эволюционному развитию и превращается, вот я вижу, в рыло, то есть как в свинью, в черта, то есть носитель этих негативных. Что такое черт? Это программа негативная, которая взяла верх над человеческим божественным разумом, над его живой душой. И вот эта мертвая субстанция, да, она питается живой энергией, а когда человек идет на поводу этих программ, подчиняется вот этим программам, абьюзерам, на физике это проявляется, то сам становится носителем вот эти. Ну, так же мы и говорим, одержимый человек. Почему? Потому что кто держит власть? Не божественная душа, а эти программы. Хорошо, Виктория, где эта ситуация, когда вот это женское платье, зеленоватое стекло появилось в пространстве Анны? Заказала сеанс. Мгм. Вот она говорит, какой-то расстановки. Вот. Так. Сеанс происходит каким-то путем таким, а у нее рука энергетическая, да, ее двойник, Мгм. рука, выстраивается такая черная дорожка, а считывается петля, которая буквально схватила ее за ноги и утащила вниз. Мгм. Видит Аня это ситуацию, последствия? Она говорит, что видит, Мгм. снимает это платье, вот этот корсет. Я передаю Ане, что все в ее воле. И сейчас она силой своего сознания может отменить все эти моменты, и она берет эту руку, выхватывает, которую отдала, то есть буквально отдала, Мгм. и смотрит. И я вижу, как эта черная полосочка, как петля считывается, уходит прямо в лоб этой гадалки. Вот я передаю Ане, чтобы она отменила все эти гадания и вернула доверие к себе, к своему божественному «Я». Ее пространство осветляется, а этим всем гадалкам пусть приказывает Мгм. собирать их карму, их ложь, и я слышу их проституцию. То есть таким способом можно притянуть только вот такого вот какого-то проститута из антимира. Мгм. Всю эту систему эгрегоров, Да. крабов пусть отдает и карму, призывает силы кармы за нарушение ее пространства, за обман, ложь. Отправляем это Сейчас все я ее чужое. спросила, а сейчас она уже проявилась, чтобы она убрала все те чипы, импланты, подключки, все то, что мешает ей проявиться как живой божественной душе. Мгм. Но она показывает, говорит, я живая. Сейчас остается только это интегрировать в жизнь, проявить Мгм. себя. Хорошо. Тогда пусть Аня полностью очищает ее от всего чужеродного, все ситуации.
пусть заберет из всей этой системы ее отпечатки души, ее информацию. Мгм. Так, хорошо. Она хотела переродить детей, пусть она очистит их полностью от чужеродных энергий, передаст им информацию. Ой, побежали. Я вижу, как эти программы, которые их пугали, они все исчезли. Я передаю, чтобы она очистила все пространство ее детей. И вижу, как в этих игрушках, которые тоже энергия была темная, вот так как тени собираются, и все уходит в портал, и все пространство посветлело в квартире. Я ей передаю, чтобы она наполнила светом, гармонией и процветанием все ее живое пространство, наполнила жизнью, и вижу дверь. Ага. Что это за дверь? Вот входная дверь, а там вверху как-то странно, вот где глазок, то представь себе еще выше. Обычно такое, ну, бывает колечко, чтобы так постучать, а это какое-то колечко вот как бы вверху на двери, и подключка какая-то тянется. Сейчас я посмотрю, что это за такое, что это за энергия. Какая-то темная энергия. Мгм. Ну, Считывается пограничный страх. Но я не вижу, чтобы это конкретно магия чья-то была. Просто оно почему-то застряло так. Это пространство Анны. Пусть она эту всю чужеродную энергию очистит, распылит, растворит. И побежали, это как будто бы налипли такие черти, и она так двинула энергией своей, и они побежали. Они как будто бы сидели и в глазок вот так высматривали, чтобы пробраться. Я передаю Ане, чтобы она выстроила границы ее личные. Она божественная душа, и ее божественные дети тоже. И никто не имеет права вторгаться в ее личное пространство. Мгм. Пусть она распространит свой свет, да. Ну, все, теперь Отлично. хорошо. Взлетает, как ангел. Отлично, Виктория, отсоединяйся от всех этих ситуаций, поднимаемся Да. вместе вверх. Мгм. Хорошо, спросила Анна, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. О, она говорит, вы сняли с меня рыло. И я вижу, как она снимает такую маску, как будто бы слона с этим рылом, и отдает этому Виктору. О, он же ее украл, розу, а ее, она взаимодействовала с ним, и получается вот такой замен произошел. И она это выбрасывает. Я передаю, чтобы она очистила, и она очищает. Вот эта энергия, она как роза такая. Вот я передаю, чтобы она вернула свою святость, свою гармонию, свое лицо. И буквально вижу, как ее голова вот так разворачивается прямо, чтобы она очистила сейчас глаза и настроила смотреть истине прямо в глаза, называть вещи своими именами, чтобы очистила все физическое тело от привязок, подключек и наполнила энергией света и гармонии творчества каждую клеточку ее организма физического, а также исправила все искажения в эфирном пространстве. Хорошо. Пусть она эту информацию из сеанса, если хочешь, распространить по эфирному пространству. Мгм. Хорошо. Так. Как она сейчас выглядит? Ну, ее прекрасное лицо сияет, и вот это как символ совершенства розы. Супер. Хорошо, Виктория. Спроси еще раз, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она благодарит. Хорошо, благодарим Анну.
Мгм. Прощаемся с ней. Да, Мгм. Виктория, отсоединись от всех и всего. соединяюсь. Мгм. Затем поднимайся максимально вверх. Да, Проверь твое личное пространство. все чисто. Хорошо, наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.